физических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела северной филологии ИГИ МНС СОРАН. Гаврил Николаевич, вам слово. Ага, спасибо. Ну, прежде всего я хочу сказать, почему ладульский и одульский языки. Дело в том, что я все-таки, наверное, тоже регламент немножко нарушу, поэтому я хочу справку дать. В своей работе, монографии, прочен ли постулат о диалектах юкагирского языка, я писал, что возможно это, нет, это невозможно, а Киринович был прав, когда говорил, когда он писал в своей работе в 1968 году, что в будущем придется признать, наверное, юкагирский язык, то есть диалекты юкагирского языка как самостоятельные языки. Вот это, к этому мы приходим сейчас. Поэтому, но, я сказал, и каждый раз говорю, пока не выйдет, не будет опубликована моя работа «Так ли прочен постулат о диалектах юкагирского языка», пока надо было воздерживаться, разделять юкагиров на два, юкагирский язык на два языка. Тем более такие вопросы сейчас идут ко мне, не только мне, а людям, которые, с интеллигенцией Якутии. Вот. Я должен сказать, языки эти действительно резко отличаются друг от друга. Это диалекты, бывшие диалекты. Поэтому вот это исследователи, то есть ученые Института языкознания в Москве тундренных юкагиров назвали северный тундренный юкагирский язык, а лесных южный лесной юкагирский язык. Понимаете? А вот слово ладульский и одульский, это я предлагал в своей названной работе. Уадул – это само название тундренных юкагиров, а адул – само название лесных юкагиров. Вот. Я не могу сейчас сказать многое про одульский язык. Поэтому я хочу, чтобы много времени у вас не отнять. Я хочу только на двух уникальных явлениях семантической и синтаксических систем вадульского языка, тундренных юкагиров. Это известно степень изученности, это как раз подходит туда. Степень изученности. На уровне синтаксической системы юкагирского языка, тундренных юкагиров, это уникальное явление обнаружил Киринович Ерохим Аврамович. Называется морфологическая система логического выделения отдельных частей предложения. Вот он приводил такой пример. Это было в 1958 году. Было такое, простейший пример, чтобы вы поняли. Лама, собака, основа лама, лама макалуй. Калуй это пришел, частица утвердительная. Собака пришла, мол. А тут же лама лан калу. Это лама, по подлежащей получив форме лан,
А глагол потерял частицу «ме», утвердительную частицу. Зато и концовка изменилась. Не «и» краткая, третья форма естеств, там имя действия. И они оба одинаково приводятся. Собака пришла. Казалось бы, для чего это так? Древний древние юкагиры, это тут древние юкагиры придумали это. Кстати говоря, такое явление, насколько мне известно, только у юкагиров. Но на северных языках, если говорить. На других северных языках такого нету. Оказывается, древние юкагиры считали, чтобы до слушателя точно дошло, что хотят они сказать, они специальную форму давали перед глаголом. Лама наколуй, собака пришла, не, утвердили. Собака именно пришла. А лама лан келу, именно собака пришла. И здесь в данном случае уже подлежащее, субъект подчеркивается, логически выделяется. Понимаете, вот это одна форма, все система пронизывает. Вот это система изученности, говорю. Вот эту форму надо, конечно, сохранить. Такой формы системы логического ударения, морфологическая форма выражения логического ударения у лесных юкагиров недоразвита. Или, наоборот, уже исчезает. Вообще надо сказать, лесных, одульский язык, по нашим наблюдениям, является более древним, чем язык тундренных юкагиров. Вот поэтому, наверное, это, конечно, обретение вот этой логического, морфологической формы логического выделения важных в таком информационном порядке слов, членов предложений, фраза, сообщения. Наверное, это было создано, возникло относительно недавно. Вот одна форма. Вот об этом я хотел сказать. И вторая форма, это Кринович. Повторяю, Кринович это сделал. Открыл. Конечно, я хорошо до этого не докатался, потому что у лесных юкагиров нету. Трудно там уловимо. Нету «ме». Вот такой формы противоставления нету. Здесь противоставляется, кстати говоря, группа подлежащего, группа прямого дополнения и группа глагола, глагольно сказуемого. Понимаете, там строго дано. Я уже говорил, «лян» – это форма при именных словах, имена существительных, и «ме» с частицей «ме» при глаголе. Вот на этом можно этот момент, на этом закончим, потому что надо читать. На слово, наверное, трудно понять. А вот другое, это уже мое открытие было, когда я писал кандидатскую диссертацию. Дело в том, имена существительные двояко себя ведут. Я их, конечно, у меня была тема сложные имена существительные в тундренном диалекте. Ну, в данном случае языке вадульском. И что же мы обнаружили? Материал показывал термин родства,
и топонимы, там собственные имена и так далее, и так далее. Они в роли определения атрибута, атрибутивного словосочетания, никогда не оформляются суффиксом «н». Там нулевой показатель. А вот нарицательные, они к тебе ведут двояко. То появляется «н» или «д», это «д», это соединительно согласный. Или же тоже без оформления. Стал думать, когда мне критиковал первый оппонент, известный ученый-лингвист Арест Петрович Суник, говорил, это на самом деле называется отчуждаемое и неотчуждаемое определение. И все. Северовидение дальше не шло. А мы пошли вглубь. Это как Клейнович в свое время это открыл, морфологическое выражение логического ударения. А вот здесь вот почему так двояки ведут? Почему собственные имена, там имена людей, там клички и так далее, названия мест, озер и рек не принимают «н», этот «н». И я обнаружил, оказывается, собственные имена называют один конкретный предмет. Они имеют номинативные функции, но на семантическом уровне. Поэтому, как они называющие, обозначающие определенный единственный предмет, этим «н» не принимается. И тогда я пришел к заключению, логически выходит. Значит, нарицательные существительные, они могут иногда выступать не как собственные имена существительные, а обозначающие, как бы выполняющие функции относительных прилагательных. Там я при этом, конечно, с неба не хватало это теоретические положения. Это такие работы были у немецких исследователей, ну, по немецкому языку Владимира Михайловича Павлова, Адмони и других. И в этом в русском языке тоже были некоторые такие слова, такие примеры. А вот в отличие от собственных имен, нарицательные существительные иногда выступают как название, обозначение одного конкретного предмета. Тогда они, естественно, они ведут себя как собственные имена, не берут суффикс «н». Когда же они ведут себя как обозначение вообще множества, не одного конкретного предмета, вот тогда они принимают «н». Калинович на этом вопросе, он застрял. Конечно, он думал, это «н», это форма родительного падежа. И он сравнивал такие примеры. Иля – олень, яол – след оленя. И тут же рядом Илен, яол – тоже след оленя. Разные формы определения, но перевод один и тот же. Почему такие щедрые, или как бы сказать, некоторые так смеялись там в Ленинграде. Надо беречь слова, экономить, а здесь энергии потратить. А нет, оказывается, это двуфункциональность в семантическом уровне. Такое не в каждом языке имеется, оказывается. Мы это обнаружили
тоже юкагирском, но, правда, древненемецком языке тоже имеется, вот они открывали это внутреннее определение, говорят, внутреннее атрибутивное определение и внешнее атрибутивное определение. Внешнее атрибутивное определение – это то, что говорю, когда собственные имена так выступают. Кстати говоря, мы обнаружили интересные примеры. Когда говорят халярка, это халярка розовая чайка, халярка ру, халярка яхта, тогда имеется в виду только человек, женщина по имени халярка, розовая чайка. А если появляется халярхан яхта, тогда уже не человек, а розовая чайка. Песня розовой чайки. Или там Теремедия, птичка. Теремедия яхта. Песня Теремедия. Это уже человек, имя человек по имени Теремедия, птичка. А когда говорят Теремеден яхта, только птичье пение. Вот такие примеры там я приводил много в своей кандидатской работе. Так что вот эти интересные формы, уникальные формы языке, которые древние юкагиры открыли для себя и передумали, это, конечно, надо сохранить для будущих поколений. В школе надо изучать. Пока это трудно идет, честно говоря. Вот. Но надо сохранить эти вот такие формы, чтобы они могли отличать, что важнее в этом сообщении, какая или подлежащая, или глагол и так далее, и так далее. Вот так. Вот все. Спасибо. Спасибо, Гаврил Николаевич. Ага. Есть вопросы к докладчику? Трудно меня понять, наверное.